Добрый день, Сергей Иванович. Я бы хотел у вас узнать, как продвигается тот масштабный проект, который вы анонсировали на Питерском экономическом форуме в 2024 году, а именно строительство логистического хаба в Осетии. Компания Wildberries подписала с Осетией соглашение, и там были очень интересные цифры, большое количество рабочих мест, большие инвестиции в регион. И на какой стадии сейчас находится реализация этого соглашения? Спасибо. Алик как всегда, задает такой очень интересно острый вопрос. Да, мы все знают, что на Питерском форуме договорились по поводу строительства. Но это не просто строительство Wildberries. Я скажу так, это транспортно-логистический хаб. Сегодня проект находится в стадии завершения, в экспертизе. Мы планируем приступить к его реализации в следующем году. Но я бы хотел немножко расширить тему. Вот смотрите, есть конкуренция в отраслях экономики. У нас существует нормальное явление. Но есть конкуренция между регионами. Я ее называю так, за место под солнцем. Да, вот есть коридор север-юг. Мы сегодня находимся, если взять коридор север-юг, пункты пропуска. Это в Дагестане, через реку Самур, мост, и Махачкалинский морской торговый порт. И у нас Верхний Лаз, Зарамак. Значит, мы находимся в этом коридоре. Сегодня мы просто транзитная республика. Да, и вот сегодня вопрос был задан, в том числе и про транзитный транспорт, про проблемы, которые он создает и все остальное. И в принципе от прохода транзитного транспорта республика, кроме проблем, да, это пробки, это мусор и все остальное, больше ничего не получает. Транспортно-логистический хаб, вот в частности этот Wildberries, да, это стратегически важный проект. Понятно, что мы должны реализовывать и точные проекты инвестиционные. Это тоже развитие, это тоже хороший толчок. Но сравнить даже тот же Мамисон, 19 лишним миллиардов рублей, даже те же самые теплицы Алании, 18,5 миллиардов рублей, и транспортно-логистический хаб, который мы хотим совместно с Wildberries построить, это разные вещи. Каждый проект дал свой эффект и дает свой эффект. По объему производства, промышленного, значит, рабочим местам и все остальное. А вот транспортно-логистический хаб, да, это стратегически важный проект и драйвер. Так вот, сегодня конкурентная борьба идет за его нахождение. И там, где он будет, этот регион останется в этом транспортном коридоре север-юг. И получается картина. Вот даже по публикациям, если посмотреть. Да? Значит, раз выкуплен аэропорт Магаз. Но аэропорт Магаз, он нам не конкурент с точки зрения пассажирских перевозок. Да? Мы, Минводы, Грозный мы. Да? Дальше. Значит, что получает республика, если мы строим этот... Я готовился к этому, понимал, что этот вопрос будет задан. Да? И, в принципе, я думаю, ничего плохого в том нет, что у меня есть данные по этому вопросу. Конечно. Да, вот смотрите, что получает республика. Первая республика получает транспортно-логистический комплекс, да, современный. Это порядка, значит, 8,5 тысяч рабочих мест. Это не надуманная цифра. Если кто-то хочет проехать в Невиномысск, я проезжал, смотрел, там стоит логистический комплекс в 2 раза меньше площадью, то есть 90 тысяч квадратных метров. Там по факту работает 4,5 тысячи человек. Но у Невиномысска нет пункта пропуска рядом. То есть даже в этом у нас есть небольшое преимущество. Да, преимущество раз. Второй момент. Преимущество в том, что там, где будет, или мы строим его у себя и становимся, гарантированно остаемся в транспортном коридоре, потому что у нас есть один пункт пропуска. Здравый смысл, когда восторжествует, да, у нас будет еще один пункт пропуска. Мы же об этом говорим, у нас же, кроме Верхнего Ласа, есть еще Зарамак.
Да, есть еще Военно-Остинская дорога.